Автобус привезли в Алмату. На Чембулак ездит. Электро. Больше идет. Потом 79 километров остается, мы уже не боимся и ставим на зарядку ее, потому что сказали, полностью аккумулятор разряжать нельзя. И полностью заряжать его нельзя. Вниз спускаетесь, там заряжаетесь? Да, вниз пока катимся, он заряжается. На самом Чембулаке есть? Есть. По городу, на Чембулаке очень много зарядок. На Чембулаке рабочие? Вот везде рабочие зарядки. Да? Нет, я в прошлый раз у водителя спрашивала, там... Они отключали, да? Сейчас да. вот опять это вот отключают. А акиматовские почему убрали? Кого? Газель. Газы. Это не акиматовские? Кто лучше будет срабатывать? А этот, какой объем? У него нету объема. У него мотора нету, коробки нету, ничего нету. Ну, мощность. Ну, я думаю, 200, наверное, 250 где-то лошадей. Но у него нету лошадей, потому что мотора нету, коробки нету. Ну, а силу как мерят машины, получается? Как у троллейбуса, вот смотрите, вот так нажал и ушел. Лошадях же по-другому. В лошадях же троллейбус не мерит же. Почему не мерят так же? Там у него, по-моему, этот киловатт-час и все. Вот здесь тоже так же киловатт-час, 80 киловатт-час. Нет, любую машину Любая мерят. да, электромашина. Не то, что любую машину мерят лошадиными силами. Получается. Если мотора нет, то как могут быть лошадиные силы? Прописано должно быть. В этом То есть... паспорте нету, точно нету. Потому что это, он не автомобиль это. Он сюда заходит как бытовой прибор. Казахстан. Как бытовой прибор? Это чайник Тефаль. У него первоначального сбора нету, сбора нету, таможенного сбора нету, налога нету. Ничего нету, он бытовой прибор заходит. Вот на встречу сейчас два. Заверните. Да, вот этот автомобиль за 8 месяцев себя окупил. 2 недели назад пришли 2 новых автобуса таких же оттуда. Они зашли как бытовой прибор. 0. Полностью 0. А почему я говорю, что бытовой прибор, чайник Тефаль, у него стоит система охлаждения здесь, смотрите. Я включаю кнопку, там стоит кипятильник. Кипятильник 220 включился, он воду сейчас закипит. Вот вода холодный воздух идет. Пока вода не закипит, он в салон не будет греть. Это чайник. Как чайник закипит, и пошло тепло в салон. Вот, без проблем. Чайник Тефаль. Ну и за 8 месяцев, как они себя в горах. Отлично, вот она новая. Вот пощупайте вот здесь, потрогайте. Какая твердая. Подтянитесь прям. Вот они, 2 чайника новых пришли. Вот это старый автомобиль, это новый, 2 недели всего лишь. А цена какая у него, не знаете? Дешевле, чем квартира в Алмате. Ну, мне кажется, все дешевле, чем квартира в Алмате. 18 миллионов. Смотрите, какая красота. Снег позавчера выпал, но растаял уже. Например, Алматы-Капчагай запустить такой автомобиль, он полчаса туда съездит, полчаса обратно. А сколько прибыли принесет? Даже если по 2000 сидения. Люди купаться будут просто ездить. А трасса хорошая. Конечно, нагрузки нет. Тонко. Расстояние небольшое, Расстояние небольшое, на одном заряде 4 раза туда-сюда. Да. На одном заряде. Комфортно работает. Комфорт, вот смотрите. И не дергает, мягко ездит, да? 8 подушек безопасности, все дела. Евро, это пластик мощный весь. Все стоит, GPS стоит. Контроль Вы полностью. довольны, да? Я с прошлого года работаю и улыбаюсь прям. Я все время называю, что это казахский... Одной рукой держу руль, другой слезы счастья вытираю. Да. Я все время называю, что это казахский автобус. Почему? Потому что родственников сюда всех посадил и поехал в Будуар. Туда и сюда. И все бесплатно. Удобно. По-казахски. 3 варианта зарядки. Быстрая зарядка 2 часа есть. Потом по городу обычные зарядки стоят, 4 часа заряжает. От 0 до полного бака. Если дома в обычную розетку воткнете, то 10 часов заряда. И утром просыпаетесь, у вас 300 километров за 1500 тенге. Всегда. Прям в обычную розетку? Да, в обычную розетку. В смысле, 220 обычная? Обычную розетку 220 втыкаете и все. И 10 часов. Ничего себе. Это же техника до чего докатилась сейчас. Китайцы, говорят, уже Powerbank придумали. Для этого? Для автомобиля электрически бросаешь его в багажник Powerbank и поехал. А в Шотландии говорят, что он Wi-Fi заряжается по трассе.
Ничего себе. Это будущее. А почему этот сделали такой маленький запас хода? Легковая 500 проходит, это 300. Почему? 300 километров это очень удобно. Мне кажется, Яндекс.Такси столько не намотает в день 300 километров. Не, я думаю, вот на Балхаш поехать. 15 лет назад Кайрат на Тесла, помните, который плавал? Он 15 лет назад поехал в Астану с Алматы. Он Да. здесь зарядился 300 километров, поехал с друзьями в Талдыки, погулял, отдохнул. Выехал с Талдыка и сел аккумулятор в степи. Что делать? Он поднимает руку, останавливается грузовик, берет его на буксир, едет 60 километров. Пока 60 километров катился на буксире, аккумулятор 100% зарядился. Здесь стоит режим рекуперации. Пока крутятся колеса, аккумулятор заряжается. А, Очень удобная вещь, рекуперация. Я пока качусь сверху Чебулака, оттуда вниз, я заряжаюсь. заряжается, да? То есть я запас хода не трачу. Ну, по сути, может он больше проехать, чем 300, да? Да. Все зависит от того, как вы печку включаете, кипятильник. Ну, то есть кипятильник включается, заряд тратится. Кондиционер включаете, то же самое, здесь фреон стоит. на это. Также тратит больше. Потом больше в газ давите, больше расход идет. Меньше давите, как вот обычная машина, 90 километров держать, 100. Расход оптимальный. Можно смело ездить. 300. Все зависит от езды. Самый экологически чистый еще. Полностью экологический. Бензин не надо, масло не надо, ничего не надо. Как их на рынок пропустили. 4 автомобиля только таких. Больше нету в Казахстане. На все экозоны надо да? запустить. Да. Если все такие купят, кто будет дизель продавать, кто бензин будет продавать. Баянаул, Боровое, Да. Люди купаться будут. Алаколь. Завезли бы такие машины? Боровое пустить такой, люди купаться будут, а не туризм ездить смотреть. А просто купаться. Реально. Приехал туда, людей привез, посидел, покушал. Да. Пока сидишь, кушаешь, у тебя зарядится все. Опять сел, поехал в обратную сторону. Удобно. Это Ну, будущее. то есть, ну, купить-то можно и без проблем? Ну, у шефа надо спрашивать, где он купил в Китае. Ну, я думаю, в интернете все есть. Как называется машина? Максус. Максус, да? Типа Lexus, да? Максус, да. Они сейчас новый автобус выпустили, 7-местный. Как Toyota Alphard. Точь-в-точь, один в один. 680 километров запаса хода. Ого. А по цене не знаю. А здесь сколько посадочных? 13.